Здравствуйте. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Извините, тут задержка немножко получилась. А, Я рада... Так, сейчас я минутку. Рада представить сегодня нашего лектора Ольга Хан, доктор PhD, доктор визуальных наук и искусств, независимый исследователь, выпускница университета Чунчанг, Южная Корея. Тема ее лекции сегодня следующая. Сейчас я... Популярные женские образы в современном узбекском кино от невестки к матери. Да. Вам слово. Спасибо большое, в первую очередь, за то, что пригласили меня прочитать эту лекцию. Как вы уже сказали, меня зовут Ольга Хан. Я закончила университет Чунан, который находится в Сеуле, Южной Корее. И мой главный фокус исследований – это женские образы в современном узбекском кино, а именно кино последних 2 десятилетий. И если можно прошерить скрин, да? Да, сейчас я. Вы должны дать мне разрешение. Да, я вот сделала. Посмотрите. Все, теперь вижу. Угу. Ну, в первую очередь я хочу сказать, что так как я изучаю современное кино, то я буду говорить, естественно, о женских образах, которые появляются периодически на экране, начиная с 2000-х годов. А 2000-е годы, они стали знаковыми для узбекского кинематографа, так как в это время происходит смена общей стратегии развития узбекского кино в общем. И произошло так называемое своеобразное деление по 2 направлениям. Это фильмы по государственному заказу и фильмы коммерческие. Чем они отличаются друг от друга? Ну, когда мы говорим о фильмах по государственному заказу, это в первую очередь фестивальное кино. И критики, когда говорят о фильмах по государственному заказу, они обычно отмечают актуальность их тематики и высокий художественный и эстетический уровень. Создатели же коммерческого кино, конечно, в первую очередь преследуют кассовые сборы, это кино развлекательное. И то, что создатели коммерческого кино в первую очередь работают на кассовые сборы, это послужило основанием для создания поверхностных работ, которые получили такое специфическое название хон-тахта. Хон-тахта – это значит доска для нарезки овощей. То есть под хон-тахтой подразумеваются низкобюджетные фильмы мелодраматического жанра, как правило, с очень незатейливыми или, наоборот, какими-то гиперболизированными сюжетами, которые завоевали большую популярность не только у местного зрителя, но и у аудитории за рубежом, особенно если говорить о странах СНГ. Вот. Конечно, узбекское кино, как и любой национальный кинематограф, имеет свою специфику отражения местной культуры, и, конечно, важнейшей особенностью эстетики узбекского современного кино является обращение к традициям, а также продвижение национальных ценностей. И именно в этом ключе в узбекском кино уделяется подчеркнутое внимание семейной теме, а также теме женщин. Потому что так получилось, что в азиатском кино женщина на Востоке олицетворяет уровень и качество существующего социума, а также является лицом перемен, которые происходят в обществе. И поэтому, когда мы смотрим кино, по тому, как выглядят и ведут себя женщины, и сюжеты, в которых вовлечены эти женщины, можно, конечно, отследить вот эти перемены, которые происходили в обществе. Дальше. Хочу сначала отметить то, что, конечно, в кино советского периода женские персонажи должны были быть героическими, независимыми, как говорится, освобожденными женщинами Востока. Вот. То развал Советского Союза положил начало традиционной современности в кино.
И, конечно, данная ситуация возникла в результате переплетения современных и традиционных элементов, потому что, как мы знаем, а, Узбекистан является очень светской страной, но в то же время традиции очень сильны в узбекском обществе, и поэтому в кино тоже, конечно, современность, она переплетается с традициями. И новые женские образы, они заняли буквально, можно сказать, центральную позицию во многих узбекских фильмах. Я хочу сказать, что очень многие исследователи, они, конечно, отмечают, что узбекское современное кино, оно очень сильно похоже на индийское кино, а также очень напоминает отчасти корейские сериалы, о чем можно судить не только по внешнему облику героев, по их одежде, по общей эстетике, по музыкальному сопровождению, но и в первую очередь, на мой взгляд, по сильно клишированным сюжетам, которые обнажают ситуацию сильной социальной стратификации общества. В чем же это проявляется? Вот если вы посмотрите на экран, э, то это проявляется в сюжетах, где бедная девушка влюбляется в богатого парня или наоборот. Но что очень интересно, в данном случае симпатии кинематографистов чаще всего не лежат на стороне девушки, потому что если бедная девушка влюбляется в богатого парня, то к концу фильма она обычно остается ни с чем или просто погибает. И вот если вы посмотрите слева, то вот кадры из довольно известных фильмов Согдиана и Фериде, где бедные девушки влюбились в богатых парней, и обе погибли в конце. Если же наоборот, бедный парень влюбляется в дочку богатого семейства, в эмансипированную, в образованную девушку, то по законам жанра девушка выходит замуж за этого парня, уезжает из города к нему в кишлак, и, как правило, забрасывают свою карьеру или забывают о своем престижном образовании, которое она обычно получает за рубежом, чтобы подчеркнуть ее эмансипированность и образованность. И, в общем, ведет с ним, можно сказать, семейную жизнь у него. Поэтому я хочу сказать то, что визуальные локации в современном кино, они, конечно, делятся на две большие группы. Значит, первая группа – это урбанистическая, то есть это когда события происходят в городе, и визуально это тоже всячески подчеркивается, то есть постоянно идет нарезка кадров различных кафе, новостроек, дискотек, то есть чтобы подчеркнуть вот этот быстрый ритм жизни в городе, а также современность персонажей. А вторую группу можно назвать как аграрную группу, то есть где события фильма происходят в области. И, конечно, здесь уже визуальный ряд совсем другой. Это обычно юрты, кишлак, горы, природа, поля. И я хочу вам сказать то, что аналогично вместе с локациями образы женщин тоже делятся на две группы. Это обычно современные девушки, как показано справа, вот фильм «Суперслужанка» и «Канадская граница», то есть девушки из коммерческого кино, городские девушки, и, как показано слева, девушки из авторского фестивального кино, то есть девушки, которые представляют собой, можно сказать, область. Теперь я перейду уже напрямую к женским персонажам, какие персонажи являются самыми распространенными в узбекском кино. И, конечно, если поделить коммерческое кино по темам относительно женских персонажей, то тема о невестках является, естественно, самой эксплуатируемой в узбекском кино. И несмотря на большое разнообразие сюжетных жанров, потому что фильмы есть комедийные, драматические, фантастические, трагические, все равно так называемое превращение девушки в невестку остается неотъемлемым сюжетным ходом практически в каждом фильме. Причем любопытно то, что девушка либо может стать невесткой сама, то есть потому что она влюбилась в парня, хочет угодить его семье, или она придерживается строго традициям, либо ее активно переделывают в традиционную килин, то есть когда современную или избалованную богатую девушку перевоспитывает муж и его семья. Так, следующий кадр.
Вот, и что я вам хочу показать вот на этих кадрах. Конечно, чтобы связать визуально внутренние перемены с внешними, то образ девушки, то есть ее одежда тоже меняется. Если в начале фильма она предстает обычно в современной одежде, иногда в какой-то вычурной, иногда даже в сексуальной, то в конце она обычно одета в традиционное платье невестки. И вот если вы посмотрите на два верхних кадра из фильма «Супер невестка» и из «Милые бронятся», то обе девушки, они одеты так, как... то есть одежда обеих девушек отражает их идентичность. То есть если посмотреть слева, то Диана одета в такой необычный, очень модный костюм, который подчеркивает то, что она является дочерью богатой семьи. А если посмотреть справа, то Мафтуна одета в спортивный костюм, то есть она спортсменка. Но если посмотреть снизу, они обе одеты практически одинаково, то есть в костюмы невесток. Далее, если мы будем говорить о фильмах о невестках, то я хочу сказать вам то, что в целом фильмы о невестках – это не просто фильмы о невестках, это в общем фильмы о женщинах, потому что в центре практически каждого повествования лежит бинарная позиция между двумя женщинами. Это между невесткой и свекровью, естественно. И их взаимоотношения, они определяют динамику сюжета, как будут развиваться события в фильме. Конечно, образ свекрови – это всегда такой очень образ, который вызывает очень много вопросов, потому что, как вы знаете, существует в Центральной Азии бытующее мнение распространенное, то, что свекровь обретает власть, когда в доме появляется невестка, то есть, что она может ею управлять. И, конечно, из-за вот этого распространенного значит, распространенного мнения, ну, конечно, в жизни так тоже есть, часто узбекская свекровь представляется женщиной властной, женщиной с сильными диктаторскими побуждениями, которые вызваны обычно ревностью к счастливому браку ее сына с другой женщиной. Кроме того, существует очень такая существует такие визуальный стереотип в изображении свекрови, ну, на мой взгляд, потому что чаще всего свекровь изображается почему-то пожилой, полной женщиной в домашней одежде, хотя в Узбекистане пары женятся довольно рано, и поэтому, если так посмотреть, то большинство свекрови, по идее, в кино им где-то 40-45 лет, но почему-то они обязательно изображаются как полные и старые. Вот. Поэтому из-за такого визуальной репрезентации свекрови, в принципе, я поддерживаю ту теорию, что свекровь обычно изображается в кино ревнивой, потому что невестки по законам вестернизации, также под влиянием голливудизации, изображаются обязательно красивыми и молодыми. Поэтому неудивительно, что старшая женщина может ревновать молодую невестку. И в конфликтах между свекровью и невесткой обычно сын занимает какое-то промежуточное звено, можно сказать, он выступает переговорщиком при получении разрешения для невестки выйти из дома, ну, при условии, если, конечно, он сам согласен с планами жены. Чаще всего сын, он не является каким-то сугубо отрицательным персонажем, также он не является каким-то положительным персонажем. Как правило, это обычный молодой человек, зачастую он нерешительный, для которого традиции имеют очень большое значение и который не может перечить своей матери. И вот такая репрезентация молодых людей, конечно, отчасти связана с тем, что мать или бабушка являются матриархами семейства в Узбекистане и имеют довольно высокий статус в семье и диктуют свои правила всем членам, включая взрослых сыновей. И если речь не идет о каких-то действительно серьезных проблемах, то обычно родственники мужчины не вмешиваются во взаимоотношения между Келин и другими женщинами семьи, под которыми подразумевается обычно бабушка, свекровь или заловки. Но я хочу сказать, что несправедливо утверждать, что свекровь всегда показана как черствая, манипулирующая или жестокая, потому что параллельно с фильмами, где изображаются
якобы идеальной невестки, существует и определенный сегмент киноработ, где невестка изображена злодейкой или коварной женщиной, которая не любит мужа, не уважает его родственников и, конечно, в первую очередь не любит свекровь. И вот я хотела, кстати, показать вот на примере изображения, если вы опять же посмотрите слева, то вот в фильме «Последствия» «Ночные бабочки» изображены такие идеальные невестки. Как вы видите, они одеты очень скромно, в традиционную одежду, и даже если они, например, накрашены, как в «Последствиях», то это обычно скромный, аккуратный макияж, либо же, как в «Ночных бабочках», девушка совсем без макияжа, волосы слегка взлохмачены, то есть создается впечатление девушки, которая очень занята домашними делами, ребенком, и что у нее нет времени ухаживать за собой. А если посмотрите справа, то я хочу вам показать здесь таких, можно сказать, невесток, которые показаны в негативном свете. И, как вы видите, в упрямой невестке девушка одета в очень такой откровенный наряд. Это мини-платье, и макияж у нее такой в стиле вамп, smoky eyes. Либо девушки изображаются как изменницы, вы видите в «Коварной невестке», то есть в одной сцене с другим мужчиной, который не является ее мужем. Вот. И вот здесь я хотела немножко поговорить о визуальной стороне, то есть об одежде как проявлении внутреннего бунта. Я, когда изучала наше современное кино, я заметила то, что вот этот прием с одеждой с анималистическим принтом, он был показан в нескольких разных фильмах, и лично для меня это служит показателем именно внутреннего состояния девушки, когда она чем-то недовольна, и тогда она одевается в одежду с принтом, как вы видите, леопардовым или тигриным. Почему так происходит? Я считаю, что это происходит потому, что невестка, она в семье не имеет права голоса, поэтому она не может напрямую высказать какое-то свое недовольство или пожаловаться на несправедливость. И чтобы подчеркнуть ее внутреннее состояние, ее внутренний протест, она предстает перед зрителем вот в таком наряде с анималистическим принтом, звериным. И вот если посмотреть на упрямую невестку, здесь девушка, можно сказать, бунтует уже против мужа, против его родственников, ну, которые критикуют ее за то, что она не может родить ребенка. Вот. А если посмотреть на кадр из «Последствий», то здесь девушка недовольна тем, что муж женился на ней, потому что родственники так сказали, то есть не по любви. И несмотря на то, что они поженились, он продолжает встречаться с девушками, с которыми он общался до женитьбы на ней. Теперь я перехожу ко второму наиболее популярному образу в узбекском кино. Это, конечно же, образ матери, потому что в узбекском кино превалирует образ традиционной матери. И репрезентация женского в национальных фильмах – это в первую очередь мать, потому что именно через материнскую функцию или предполагаемое материнство, то есть будучи подругой, возлюбленной или невестой, женщина может быть включена в сюжет. Поэтому тема материнства занимает, конечно, особое место в современных узбекских фильмах, но я заметила одну интересную тенденцию, которая присутствует во многих патриархальных фильмах. То есть чем более эмансипированной становится женщина, тем больше ей навязывается именно роль матери. И самым популярным конфликтом в таких фильмах является проблема бездетности. И она выражается обычно в конфликте в виде ссоры или желания развестись из-за отсутствия детей. Можно сказать, что это opening scene, то есть фильм буквально начинается со сцены суда, где муж хочет развестись с женой только потому, что она не может родить от него ребенка. И отсылкой, конечно, к подобной тематике, я считаю, можно считать отчасти устаревший анахронизм, то, что мужчина считался неудачливым, если у него не было наследника мужского пола. И здесь важно отметить, что во многих традиционных обществах чаще всего, конечно, вина лежит на женщине, если она не может родить сына или в общем родить.
так как идея мужского превосходства диктует, что мужчина глава семьи и никогда не ошибается, и что в таких ситуациях виновато что угодно, природа, генетика или женщина, но не он сам. И для патриархального кино не только в Узбекистане, но и вообще в разных странах, конечно, характерно повествование, где хорошая мать и жена побеждает независимую женщину, потому что женщина очень долгое время могла выступать только лишь в двух ипостасях, которые традиционно предлагались искусством, то есть в образе положительных или недостойных женщин. То есть положительная женщина – это, естественно, прежде всего мать, и хорошая жена, а недостойная женщина – это женщина, которая стремится к свободе, которая нарушает традиции и не оправдывает взглядов общества на женское тело и женщину в общем. Поэтому в кино женщина прежде всего оценивается как будущая мать, в то время как ее карьерные достижения, даже если и преподносятся в каком-то положительном свете, обычно это служит лишь проходным сюжетом, который плавно подводит зрителя к тому, что это все проходящее, но самое главное – это, конечно, материнство. Вот. Но чтобы обрести счастливый конец, женщина, конечно же, должна родить ребенка, только будучи замужем. Возможная причина кроется в том, что узбекское общество, конечно, не одобряет разводов, и если у женщины есть дети, шансы выйти замуж у нее не очень высокие. И за исключением 2-3 работ практически нет фильмов, в которых, например, мать-одиночка изображалась бы счастливой или самодостаточной женщиной, потому что в узбекском кино, по моим наблюдениям, чаще всего матери-одиночки, они либо умирают, либо их убивают, либо они сходят с ума, то есть что-то случается с ними нехорошее. И, конечно же, это не может не вызывать тревогу, поскольку кино рассматривается как средство индивидуальной социальной трансформации, способствующее формированию мировоззрения аудитории, и оно очень сильно, конечно, влияет на умы молодой аудитории, вот, и формирует отношение молодых людей к таким проблемам. И современное повествование в кино Центральной Азии чаще всего объединяют фигуры женщины и матери в одно. То есть женщина – это обязательно будущая мать. Вот. И так как многие фильмы рассматривают женщину как символ здоровой нации, поэтому если вы посмотрите на кадры, которые я привела из «Упрямой невесты», из «Невинной», очень многие фильмы заканчиваются кадром счастливой семьи, где счастливая улыбающаяся мать держит на руках ребенка. Очень так символично. Вот. И ценности материнства, они, конечно, также влияют на то, как женщина должна вести себя в качестве жены. То есть идеальная жена, она фактически выполняет функцию матери не только для своего ребенка, но и для своего мужа. То есть она окружает его заботой, пониманием, обеспечивает домашний уют, эмоциональную поддержку в личной и профессиональной жизни. И в результате этого чаще всего ее женская индивидуальность подавляется в кино, уступая место единственному восприятию себя как матери. И в завершение я хочу сказать, что хотя узбекские фильмы, конечно, в первую очередь несут в себе воспитательный посыл, и я хочу сказать, что они все-таки хотят как лучше, но то, что положительные изображения женщин и их роли в повествовании в основном ограничиваются образами матерей и невесток, ставит под сомнение правильность этого дискурса, на мой взгляд. Спасибо большое. Спасибо за интересную лекцию о содержании узбекского кино, об образе женщин. Я вопрос хочу задать. Два сектора, два вида кино, да? Авторское кино, которое для фестивалей, и коммерческое кино. Авторское кино, которое для фестиваля, оно более традиционный образ, получается, транслирует, да? Да, это можно сказать, даже его называют этнокино. Это госзаказ на создание таких образов, но оно не успешно коммерчески получается, так? Да,
Да, я вам хочу сказать, что это именно доказано, то, что Да. авторское кино не пользуется большим спросом, и несмотря на то, что оно порой вызывает фурор на международных кинофестивалях, благодаря своей экзотичности и своему высокому качеству, но у зрителей оно не вызывает большого отклика. Всем нравится в основном смотреть коммерческие фильмы, потому что они, какого бы низкого качества не были, довольно-таки интересные. Нетрадиционные. Значит, подспудно все-таки образ женщины, которая не совсем традиционна, она вызывает некую симпатию, получается, да, если... Или там в коммерческом кино там тоже есть традиционные, вот, то есть невестка должна быть, да, роль. В коммерческом очень много традиционных мотивов, просто я думаю, что из-за того, что авторское кино, оно очень успешно смешивает различные стили, в том числе и авангардные стили, или вот стили из европейского кино. Я думаю, что просто обыденному зрителю может быть не очень интересно смотреть такое глубоко философское или авангардное, или чисто авторское кино. То есть это, можно сказать, больше кино для оценителей, кто любит более сложное кино. А люди, которые хотят отдохнуть, им, Мгм. конечно, интереснее смотреть коммерческие фильмы, потому что они очень напоминают вот корейские сериалы или вот такие вот голливудские мелодрамы, интересные, несложные, то есть не нужно особо задумываться. Понятно, понятно. Спасибо. Спасибо. Интересно, на самом деле, и визуально прямо все четко отражено, и звук как работает здесь, и сразу становится, все считывается, и все понятно становится на самом деле. Спасибо вам большое за интересную лекцию. На этом так. Спасибо вам, что пригласили. Я вас благодарю. До новых встреч. До свидания, до новых встреч.